Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Чем больше мы приближаемся к концу Рамадана, тем больше мы должны стараться. Потому что осталось мало дней. Уже сегодня ночью, 24-й ночь. Осталось считанные дни, братья и сестры. Старайтесь. Если даже делали много упущений в прошлом, сделали грехи, не постились, покайтесь перед Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах примет ваше покаяние. Если даже вы в жизни не постились, сейчас тебе 70 лет, 80 лет, если искренне покаешься, Аллах тебе простит прошлое, дальше не пропускай ошибки. Начни. О, братья мусульмане, как мы сказали, мы должны вырабатывать в себе хорошие качества, чтобы с Рамадана выйти с хорошими нравами, качествами. Из самых хороших качеств, которые больше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, употреблял в Рамадан месяце, это пожертвование на пути Аллаха, садака. У нас очень много возможностей сейчас делать садака, и очень много нуждающих людей в данный момент, которые находятся в Газе, которые голодные, босые, сверху бомбят, убежать некуда, кушать некуда, силы нету. Такие наши братья. Это садака, как Аллах в Коране говорит: «Худ мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха ва салли алейхим». Бери от их имущества садака. Это закат, чтобы очистить их имущество и делай за них дуа. Братья мусульмане, в Газу отправить можно и садака, и можно отправить и закат. И есть возможности. Заходите в наш канал в Телеграме, Абдулла Кастырский. Там привязано криптокошелек, кто хочет помочь Газе. Для садака есть много достоинств. И даже из этих достоинств ты получишь даже плоды этим же дунье. Как сказал Ибн Кайим, рахимахуллах, садака, говорит, много эффектов дает. Из этих эффектов, этом дунье, она защищает человека от бед. Даже если этот человек будет грешный, притеснитель, даже садака может, садака защищает такого человека. Второе, садака, пожертвование на пути Аллаха, является один из больших причин, чтобы защитить человека от огня ада. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который передал Ади ибн Хатим, ради Аллаху анху. Я, говорит, услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям: нет, говорит, никто из вас, кроме Аллаха, будет говорить с ним в судный день. Не будет между Аллахом и человеком таржуман, переводчик. Человек тоже посмотрит этот момент. Это трудный момент. Направо не видит, кроме те деяния, которые он сам сделал. Смотрит налево, не видит, кроме те деяния, которые сам сделал. Смотрит вперед, не видит, кроме огня ада. Фаттакун нар валау бишикки тамра. Защищайте себя, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, валау бишикки тамра. Если даже целый финик нет у вас садака давать, хоть половину финика давая садака, защитите себя от огня ада, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И также садака, судный день, пожертвование, которое ты этому не сделал, пожертвование, это садака, судный день станет для тебя тенем, когда над голову приблизили солнце, и когда люди тонут в своем поту, до щиколотки, до коленей, до пупка, полностью тонут в своем поту, этот момент твой садака приходит и будет делать для тебя тень. Будешь ты тени свою милостыню. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждый человек будет в судный день тени свою милостыню, пока Аллах Субхану ва Тааля не рассудит между людьми. Пока хисаб, решение будет Аллах Субхану ва Тааля, пока будет судный день допросы, садака будет тебя делать. Садака, ты будешь под тени своего милостыня. Четвертое, как сказал Ибн Кайим, рахимахуллах, причина, чтобы радовался человека сердце и раскрылся человека сердце. Ибн Кайим говорит: тот, кто дает милостыню, каждый раз, когда он милостыню дает, у него сердце, говорит, радуется, усиливается. Другого, говорит, пользы не было бы садака, кроме этой радости, которую человек получает, когда помогает людям. Этого хватило бы, говорит Ибн Кайим, рахимахуллах. Пятое.
Это причина, чтобы Аллах Субхану ва Тааля тебе увеличил твою ризк, удел. Тебе еще Аллах Субхану ва Тааля, чтобы тебе больше дал, это является причиной. Нет, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для рабов Аллаха, кроме как каждый день не спускается к ним два ангела. Один из ангелов говорит: о Аллах, отдай тому, который дает пожертвование, халяфа. Ему взамен отдай еще другое. А другой ангел говорит: о Аллах, делает дуа, кто это имущество держит, ему талиф отдай. Уничтожение отдай, уничтожи его имущество. Из-за этого один из больших причин, чтобы твое имущество увеличилось, это является пожертвование на пути Аллаха. Здесь мы должны понимать, какое имущество есть, в каком трудном положении бывает человек, когда приходит просит. За то, что нет у него трудное положение, приходится просит, и униженное положение бывает. Некоторые, когда такое положение будет, гордится, что он унижается перед ним, просит, тянет, перед людьми унижает, дает. Это садака не помогает тебе. Наоборот, человек, когда ты видишь так униженное положение, трудное положение, ты не должен добить его. Наоборот, надо его чуть поднять, чтобы он не стеснялся. Передается от Али ибн Аби Талиба, эту историю передал Хафиз ибн Касир, рахимахуллах, пришел к нему, один мужчина говорит: у меня есть к тебе нужда. Али ибн Аби Талиб спрашивает: говорит, нужда к тебе есть? Али ибн Аби Талиб, что он не стеснялся сказать и не унизился перед Али. Он говорит: напиши, какая нужда у тебя, на землю напиши. Он написал: я нуждающий. Просто на земле написал: я нуждающий. Али ибн Аби Талиб сказал: принесите мне палаш, его свой палаш, который сам носил, и одел этот палаш ему. Тогда этот человек сразу прочел стихотворение и сказал: ты мне надел красивую палаш, и я, говорит, тебе надену хорошие воспоминания среди людей. Если, говорит, ты получил от меня хорошие воспоминания, говорит, ты получишь почет. Я тоже, говорит, от тебя не прошу за эти слова замен. Восхваление, чтобы его друга воспоминать, это, говорит, как дождь, который получает поля и горы. Это восхваление, что будет? Еще дает траву, дает плоды. Это стихотворение он прочел. И в конце Али ибн Аби Талиб говорит: принесите еще динары. Принесли к нему 100 динар. 100 динар – это 1 динар, золотой динар, 4,5 грамма золота. Принесли ему 100 динар и отдал эти 100 динар этому человеку, который это стихотворение прочел. Асбух говорит ему: о амир мумин, не хватает этот дорогой плащ, а ему отдал, еще динары даешь? Он говорит, Али ибн Аби Талиб, я услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, анзилун наса маназилихум. Людей, говорит, в свои места ставят, отдавайте каждому человеку ему должное. Этого человека место, говорит, это. Он щедро поблагодарил этому человеку. Также один человек был бедным, его жена просит этому бедному человеку: иди Саид ибн аль-Асу и попроси у него тебе помощь. Саид ибн аль-Ас был очень щедрым человеком. Он пришел к Саид ибн аль-Асу и сидел, пока все люди уйдут. Стесняется человек, просить не может. Многие бывает такое положение. Этот человек сидел в своем месте, ему говорит: Саид, я, говорит, вижу, думаю, говорит, ты сидишь для какой-то нужды. Что ты тебе скажи. Мужчина замолчал, не ответил. Нет, не сказал, ни да, не сказал. Уже Саид понял, сказал своим рабам: идите, уходите отсюда. Выгнал их, чтобы он не постеснялся. Потом сказал Саид ему: никто не остался, кроме меня и тебя. Тогда тоже замолчал. Вот смотри, какой человек. Какой совесть человека. Не как некоторые держат человека, дай, не просят. Он знает, ему говорит, что тебе нужно. Тогда тоже он постеснялся. Тогда Саид отключает лампу. Отключает лампу и говорит: да будет над тобой милостивый Аллах. Никто не видит твое лицо сейчас. Скажи твою нужду.
Он говорит, пусть Аллах, говорит, исправит Амира, дуа делает для него. Но мне пала, говорит, сильная нужда, и хотел, говорит, я тебе сказать, но я постеснялся. Аллаху Акбар. Когда проснулся, отправил 3 человек к нему. Да, он отправил 3 рабов, на голове каждого раба поставили по 10 тысяч дирхам, серебряных монет. И его привычка была, Саид ибн Аса, привычка была, когда он отправляет своего раба кому-то что-то отдать, этого раба тоже ему оставлял. Смотрите, как они старались, чтобы человек не унижался. Вот так должен делать тот, который Аллах имущество тебе дал. Используй это на пути Аллаха. Делай садака. Не принижай людей и не упрекай после того, как ты отдал. Забывай это, что ты отдал ему. Даже если этот человек дальше с тобой даже не будет хорошо относиться. Прощай, Аллах тебе, субхану ва тааля, заменит это намного больше. Из самых красивых качеств Мутарриф ибн Шахир, он говорит, если у кого-то нужда есть, говорит, ко мне, напишите и дайте, говорит. Я не хочу, говорит, когда кто-то мне что-то просит, его униженное лицо увидит. Принижайте, стесняйтесь, это увидеть не хочу, говорит, и напишите, говорит, и дайте ко мне, что вам нужно. Просите в письменном виде, говорит, Мутарриф ибн Шахир, ради Аллаху анху. Из этого, братья мусульмане, этот месяц пожертвования на пути Аллаха. И есть возможности очень много. И вокруг вас есть бедные люди, больные люди, больницы есть, которые оплатить не могут, болеют, в больницу пойти не могут. Найдите таких людей и делайте пожертвования. Аллах, субхану ва тааля, заменит вам наилучшее. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Не забывайте нас и наших братьев в ваших дуа.